Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшней цыпочки звучит так. Какие события вас приятно удивят и порадуют? Если тема вам интересна, пожалуйста, загадайте на себя. Прям так и спросите, какие события меня приятно удивят и порадуют. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Какие же события вас приятно удивят и порадуют? Так. Во-первых, идет приобретение. Приобретение чего-то, как, знаете, как мечту приобретете. Либо вам подарят, либо вы приобретете сами. Вещь, о которой вы долго мечтали, на которую долго вы засматривались. Либо которую вы вот прям как в своих желаниях озвучивали, да, кому-то вы говорили, вот я хочу себе вот эту вещь, да, либо эту одежду, либо этот предмет. То есть что-то, о чем мечталось, чего хотелось, к вам идет. Знаете, здесь момент какой-то триумфальный. Да? Если вы сами себе купите, то будете прям себя хвалить, да? Говорить, вот какая я молодец, да? Вот я себе купила то, о чем мечтала, так хотела, денег накопила, насобирала и купила. Если кто-то вам подарит, то здесь и еще и большое счастье, да? Что человек запомнил, что человек постарался, нашел, выбрал, подобрал, да? Подарил. Вот прям праздник на душе, праздник в сердце. Следующий момент. Здесь момент радости детей идет. Чем-то порадуют, чем-то удивят. И знаете, такое впечатление, что вы вот не ждете, да? Ждете скорее наоборот каких-то расстройств, переживаний, вот стрессуете за своего ребенка, как он, что он. Может быть, ребеночек немножко закрылся, ушел в себя, либо там школьные, да, дела, ничего не рассказывает, да, вот такой партизан маленький сидит, ничего не рассказывает. И вас ваш ребенок очень приятно удивит. Удивит тем, что он какие-то такие мысли глубокие вам скажет, что вы вот прям послушайте и скажете, вот теперь я за тебя спокойна, теперь я знаю, что ты у меня умничка, молодец, растешь и развиваешься в правильном направлении. Знаете, вот прям ребенок станет не только объектом радости и удивления, но еще и гордость. Гордость за то, что вот такого прекрасного малыша я воспитала, да, либо воспитываю. Все-таки я хорошая мать, да, либо отец, молодец, да, все делаю правильно. Дальше. Знаете, получите вы какие-то комплименты какого-то двойного характера. То есть здесь, как бы, знаете, попахивает харассментом, но тем не менее, знаете, будет такое ощущение, вот непонятно, да, вот общаюсь с человеком, и непонятно, как мне реагирует. То ли по щеке его ударить, да, пощечину дать за хамство, то ли пококетничать с ним. Вот мужчина такой, видно, не свободный и постарше, чем вы. Вот начнет к вам клеиться, в прямом смысле слова, рассказывать вам, какая вы шикарная, прекрасная, как бы он там вас куда-нибудь отвез, да, на какой-нибудь райский остров, как бы наслаждался с вами жизнью и любовью. Мужчина это будет говорить, вот знаете, в таком в шутливом формате. То есть, еще раз говорю, да, двоякое ощущение. Но буквально вот вы с ним расстанетесь, вы подумайте и поймете, что все-таки это были комплименты, которые вам подняли настроение, и что все-таки да, я еще, да, горячая штучка, вам это понравится. То есть, как-то вот послевкусие придет, да, вот не в момент вы будете растеряны, скорее всего, но потом вот придет такой момент, что да, мне это понравилось, а мужчина поддержал, мужчина подсказал, может быть, он увидел, что вы там сидите грустно и переживаете, и вот к вам, скажем так, прилип со своими какими-то вот, может быть, даже какими-то шуточками, да, ну тут не на шуточки похоже, больше на какие-то вот комплименты, да, ну такие вот они, знаете, на грани фола какие-то происходят. Дальше смотрим. У вас здесь с любимым человеком какая-то общая тема организуется. Общая тема, причем будет касаться либо семьи, дома, либо планов.
Вот если вы вдруг по каким-то причинам были в состоянии отдаления друг от друга, вдруг там, ну мало что бывает, да, усталость, опять же таки, загруженность, может быть, там поспорили, поссорились, отходите долго. Здесь вы найдете общую тему, будете очень много активно разговаривать, и прям, знаете, вот настроение хорошее. В семье идет хорошее настроение. Вот ничего так не сближает, как, например, какие-то идеи и планы, прекрасные идеи и планы на совместное какое-то времяпрепровождение. Будете прям друг друга, вот, знаете, тут и шутки будут, и смех будет, и какие-то, может быть, даже, ну вот, игривые какие-то разговоры пойдут, да, вот как-то вот прямо сблизитесь прям и душой, и телом, как говорится, все хорошо будет. Для тех, кто ждет гостей, да, вот у вас либо вы ждете, либо надеетесь на какие-то гости, возможно, сами куда-то хотели бы поехать. У вас эта ситуация, она идет как немножечко сдвинутая. То есть что-то случится, произойдет, придется отложить поездку. Либо к вам кто-то не доедет, либо вы кому-то не поедете. Пусть вас это не огорчает и не расстраивает. Знаете, что всему свое время. Вы себя найдете в чем-то более интересном. То есть не поехав, не совершив поездку, либо не приняв гостей, вы себя развлечете каким-то иным образом. И поверьте, вот это развлечение, оно будет самое, может быть, яркое за этот месяц. Вот как-то очень хорошо проведете время в какой-то хорошей компании, либо в каком-то хорошем месте. Вам будет легко, приятно, и прям настроение такое вот задористое у вас пойдет. И вы это настроение сохраните на несколько дней. Это будет замечательно. Так. Еще момент очень важный, это момент, касающийся новых знакомств. Вот, новое знакомство идет. Я хочу вас тут предупредить. Новый знакомый ваш, он человек себе на уме. Очень хитрый, ловкий, такой, знаете, прям делец, хочется сказать. У него все как-то на деньгах. Деньги, там есть деньги, нет денег, что сколько стоит, он там все считает, я там палец загинает, у меня то. Человек будет стараться пустить пыль в глаза. То есть произвести по максимуму какое-то там невероятное, неизгладимое впечатление. Как на это реагировать? Ну, реагируйте снисходительно, потому что вы увидите вот прям последний момент, да, вот какой-то, может быть, уже при расставании с этим человеком, что он старался. Вот прям устал, да, так сильно старался, что устал. На вас человек произведет впечатление, ну, такого, знаете, напыщенного павлина, да, вот прям, ну, не совсем приятно будет. Но когда вы увидите, что вот он выдохнул, да, и он расслабился, что вот он настоящий, тогда вот симпатия проснется. С этим человеком можно общаться и даже можно выстраивать отношения, но будьте готовы, что вот у него есть какой-то вот даже, может быть, потребность, да, чтобы хвастаться, чтобы его хвалили, чтобы им там восхищались и удивлялись. Если вы готовы принимать такого человека, я просто вижу, что вы, может, даже с ним будете говорить на эту тему, но он все равно будет так себя вести. Это у него, знаете, как-то психология такая уже сформировалась. Если вы готовы терпеть, ну, тогда назначьте следующее свидание. Если вы понимаете, что, ну, это уж too much, да, вы не сможете выдержать долго и скоро его пошлете, тогда просто договоритесь, что вы, может быть, там созвонитесь, спишетесь, да, и будут как-то вот у вас общение больше, может быть, дружеское в интернете. Вы для него какая-то вот прям, знаете, райская птичка, которую, ну, он не заслужил. То есть он на вас смотрит снизу вверх. Его тоже не совсем устраивает это положение. Если вы спуститесь к нему, скажете, что нет, я же такая же земная, как и ты, давай встретимся в следующий раз, это будет один разговор. Но если вы останетесь при своем вот этом, знаете, ну, вы слишком гордая, гордый взгляд, и вы такая вот, знаете, вот прям строгая, требовательная, ему очень тяжело, но очень хочется произвести впечатление. Здесь нужно для себя решить, вот девочка должна для себя решить и озвучить свое решение мужчине. Еще момент очень важный в семье, в доме. Знаете, в доме вы, я не знаю, вы должны что-то закрывать. Что-то вы должны закрывать. Может быть, газ, может быть, воду перекрывать, может быть, там что-то нужно закрывать. У вас какая-то идет неисправность, либо поломка. Либо вы о ней знаете, либо, ну, догадываетесь, да, потому что, ну, на ровном месте не будет. И если есть возможность, как можно скорее вызовите мастера, чтобы вам там починили, проверили, по крайней мере. Потому что что-то может, не дай бог, произойти. Прям тут постучу, но тем не менее я вас предупредила. То есть что-то в доме, вот то, что открывается, что-то может сломаться.
И это вот похоже на какие-то трубы, может быть, на что-то вот подача чего-то вот идет. Будьте аккуратны, перепроверьте. Лучше подстрахуйтесь. Это будет и хорошо, и для вас, и спокойней. И если вдруг какая-то поломка, пусть вам поремонтируют, и вы дальше будете жить спокойно, ни за что не переживать. Еще хотелось бы сказать по поводу такого события. У вас на работе будет какой-то разговор. Разговор двойного назначения. То есть ваш начальник, либо непосредственный руководитель, либо, ну вот может быть какой-то там не ваш начальник, да, но работает в вашей же, например, компании. Вот придет человек и будет задавать вам какие-то странные вопросы. Может быть связанные с работой, может быть и отвлеченные темы. Вот человек, как будто бы вы почувствуете себя на экзамене. Это и будет экзамен. Вот кому-то придет человек, будет его проверять, насколько ты, например, адекватный сотрудник, насколько неконфликтный, какие мысли, какие взгляды, какие приоритеты в жизни. Готовьтесь к этому моменту, потому что этот момент, если вы ждали повышения, если вы ждали развития, поменяет все в вашей жизни. Вот кто-то после этого разговора неожиданно для себя вдруг вот прям получит повышение, прибавку, новые, может быть, какие-то возможности, должность новую. Вот прям готовьтесь. Это будет как случайность, да? Это будет просто как разговор двух коллег. Но на самом деле это будет как экзамен, вы это почувствуете. Старайтесь быть естественным человеком, вот честно вам говорю. И старайтесь быть... Вот скромность вообще уберите. Уберите, ну не нужна она вам помеха. Старайтесь быть открытым. То есть, если вам говорят, то есть, вот знаешь ты такую программу, либо умеешь ты делать такие-то вещи, вы должны сказать: да, я человек, который разносторонний, я быстро обучаюсь, мне это все интересно, я увлекаюсь, там, читаю в интернете, либо там расспрашиваю своих коллег. То есть, если вы чего-то не знаете, не надо говорить, что нет, я все умею, я все знаю, там, не надо себя бить в грудь. А нужно вот именно донести, что мне это все интересно, я могу всему быстро научиться, я схватываю на лету. Вот это будет хорошо и правильно. То есть, такая яркая позиция жизненная, она нужна вот тому руководителю, либо тому человеку, который будет с вами общаться. Если вы стушуетесь, если вы зажметесь, если вы будете там говорить: да не знаю, да не пробовала, не умею, не уверена, то, соответственно, и мнение такое сложится о вас. А я вижу, что вы человек достойнейший, способнейший. Поэтому не стесняйтесь показать себя в красе. Вы знаете, перемены очень хорошие идут, возможности хорошие идут. Главное, чтобы вы себя вели абсолютно естественно, причем в любых обстоятельствах и в любых ситуациях. И если где-то нужно проявить милосердие, не стесняйтесь этого. Если нужно где-то, ну извините, в нагаз нажать, тоже не стесняйтесь этого. Живите полной жизнью. Вот это самое главное. И вот эта полнота жизни, ощущение этой полноты и будет вас очень радовать. И принесет вам очень много интересных возможностей и подарков от судьбы. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.